пределах нормы. В этом выпуске расскажем о том, как проходит ледоход в Якутии. История со счастливым концом. Застрявшего в озере слоненка спасли егеря на северо-востоке Индии. Как войти в рабочий ритм после долгих праздников? Эксперты дали несколько советов россиянам. В эфире новости, в студии Анастасия Кобузева. Здравствуйте. Обстановка с ледоходом на реках Якутии стабильная. На реке Лени нижняя кромка ледохода наблюдается в 20 километрах выше города Ленск. Подвижка льда продолжается на участке Ленск-Солянка. На реке Алдане в пределах Алданского района наблюдается ледоход различной интенсивности. Суточный рост уровня воды достигает 1,5 метров. Накануне начался ледоход на участке Угина-Учур, что на 2-3 суток раньше нормы. На участке Усть-Миль-Эльдикан начались подвижки льда. 12-14 мая ожидается ледоход. На реке Амге нижняя кромка ледохода наблюдается в пределах Чурапчинского района. У села Терють суточный рост уровней воды составил 190 сантиметров. В ближайшие сутки ожидается ледоход. Вскрытие реки Вилю поселка Сумтар произошло накануне, что на 5 суток раньше нормы. Уровни воды при вскрытии на 1 метр выше нормы. В ближайшие сутки ожидается ледоход у поселка Нюрба. На реке Колыме у поселка Зырянка наблюдается подвижка льда. Суточный рост уровней воды составил 170 сантиметров. Участники спасательной операции в индийском штате Ассам помогли слоненку выбраться из густых зарослей на озере. Детеныш отстал от стада и оказался в ловушке из водяных растений, рассказывает Сергей Берец. Егеря, спасатели и местные лодочники пришли на помощь слоненку, застрявшему в зарослях водяного гиацинта на озере в округе Камруп северного индийского штата Ассам. По сообщению информационного агентства ANI, детеныш вместе с матерью переходили железнодорожные пути. Молодое животное, потеряв равновесие, упало в озеро Дипор-Бил. Водоем находится в заповеднике, расположенном между рекой Брахмапутра и городом Гувахати. Ударами шестов по воде люди руководили движениями слоненка, помогая находить верное направление. Теперь они озабочены тем, чтобы потерявшийся детеныш смог воссоединиться с матерью. Заповедник, где случилось это происшествие, страдает от расположенной поблизости огромной свалки, куда сбрасывают отходы жители окрестных городов и деревень, загрязнение озера и реки, а также высыхание болот. В сельской местности в Индии не редкости конфликты между представителями рода человеческого и слонами, хотя бог Ганеша, один из самых почитаемых в индуистском пантеоне, изображается в виде одного из этих млекопитающих из отряда хоботных. В России ужесточат требования к производителям автобусов. Комплексный план по стандартизации уже подготовлен Росстандартом. В документе устанавливаются дополнительные требования к транспортным средствам, которые имеют более 8 пассажирских мест. Речь идет о безопасной перевозке пассажиров. В частности, на всех автобусах установят подушки безопасности. Вместе с тем, Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов. Так, водители грузовиков, автобусов, такси, работающие по найму, должны будут пройти профессиональное обучение после получения водительского удостоверения. Дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к росту ДТП. Так считают в Министерстве внутренних дел России. Ранее со ссылкой на пресс-службу Росстандарта сообщалось, что национальный ГОСТ, разрешающий устанавливать в городах дорожные знаки уменьшенного размера, с 1 мая начнет действовать в России. В МВД подчеркнули, что сейчас информация о каком-либо стандарте, который должен был вступить в силу с 1 мая этого года, на официальном сайте Росстандарта отсутствует. Знамя Победы прибыло в Горный Улус. Первыми его встретили жители Наслега Адуну. Сегодня в районном центре Бердикистяхи прошла встреча с ветеранами, участниками Великой Отечественной войны и ветеранами тыла. В школах прошли уроки мужества. Далее священный символ передали жителям села Салагон Горного Улуса. Отмечу, что в течение года точная копия победного знамени будет передаваться из одного района республики в другой и вернется обратно в Якутск в день празднования 75-й годовщины победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне.
С минуты на минуту на арене государственного цирка Якутии стартует отчетное выступление выпускников Пекинского международного колледжа искусств поколения Next 3. На месте событий находится наш корреспондент Евгений Тайтонов. Он на прямой связи со студией. Женя, расскажи, чем на этот раз юные циркачи будут удивлять жителей и гостей столицы? Здравствуй, Анастасия. Для начала хочу отметить, что 19 циркачей с разных 18 районов республики успешно закончили 7-летнее обучение в Пекинском международном колледже искусств. И, к слову, который является лучшей цирковой школой в мире. Ребята уже являются обладателями гран-при 11-го международного фестиваля «Юные таланты» и обладателями гран-при первого дальневосточного фестиваля цирковых искусств, который прошел в Хабаровске. Во время зимних и летних каникул ребята уже выступали здесь на арене цеха цирка. Но сегодняшнее выступление является первой после получения дипломов международного стандарта. И, как уверяют организаторы, сегодня жители и гостей столицы ожидают великолепные, захватывающие духа выступления, среди которых следует включить номер Чунфан, в переводе с китайского на русский обозначает «летящее копье». Это копье с длиной 5 метров и весом около 10-12 килограммов. Здесь ребятам нужно это копье перевести с одного плеча на другую, с одной ноги на другую и даже на голову. Анастасия, вот за моей спиной уже начинается выступление. Ну что ж, Евгений, спасибо большое. Я напомню, что на прямой связи со студией был наш корреспондент Евгений Тайтонов. За сутки в домашних условиях изготовить стеклянную плитку. Юные айхайские исследователи вместе с научным руководителем вспоминают, как работали над проектом. С какими сложностями они столкнулись, смотрите в следующем материале. Юный исследователь Максим Репинский вместе с научным руководителем Верой Трофимовой вспоминают, как работали над проектом, как за сутки в домашних условиях изготовили стеклянную плитку и с какими сложностями столкнулись, когда работали над проектом. Мы берем, например, у жителей или просто со свалок забираем все стекло. Его мы измельчаем и просто потом в специальных формочках мы это стекло добавляем и заливаем специальным веществом, и что потом при высыхании получается как раз плитка, которую можно спокойно продавать. Проект по изготовлению стеклянной плитки защитили на школьном, районном и республиканском этапах конференции «Шаг в будущее». Максиму рекомендовали представить свой проект на Российской научно-практической конференции «Шаг в будущее». В марте этого года конференция прошла в Москве. Максим предложил идею переработки стекла. По результатам защиты юного исследователя пригласили на курс обучения научной школы в городе Гагра. Мы представляли его на муниципальном этапе, где Максим ездил в город Мирный и там стал лауреатом. Потом нас представили на республиканский конкурс, где мы вместе с ним были в городе Якутске. И там тоже он стал лауреатом в секции экономические науки. Воспользоваться ли приглашением и пройти ли обучение в научной школе Максим еще не решил. Однако полученный опыт на научной конференции, несомненно, поможет в дальнейшей работе. Максим для себя отметил много интересных проектов. Есть планы и на будущее. В будущем, возможно, что-то можно будет придумать, может и будет даже патент этого проекта, но на данный момент это просто пока развитие, и сейчас идет пока развитие этой темы. Максиму Репинскому всего 15 лет, однако он уже внес свой вклад в науку. Юноша доказал, что переработка мусора – это не только защита экологии, но и перспективный бизнес. Альбина Шарафеддинова, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край». Россияне на майские праздники отдыхали дольше всех в СНГ. Выходные в стране совокупно составили 9 дней в 2 этапа – с 1 по 5 и с 9 по 12 мая. Ближе всех к России по количеству нерабочих дней оказалась Молдавия. Жители этой страны отдыхали 8 дней. 7 дней отдыхали в Казахстане, в Белоруссии было 6 дней отдыха. Меньше всех праздник почувствовали в Азербайджане и Узбекистане. Там выходным стал только 9 мая. Как показывает практика, многим россиянам очень сложно войти в рабочий ритм после долгих праздников. Эксперты рассказали, как влиться в рабочий процесс после майских выходных. По их мнению, в первую очередь необходимо поставить главные цели и приоритеты на деятельность после праздников. Лучше всего прописать для себя список целей.
Если есть большие задачи, их следует разделить на несколько конкретных этапов. А работодателям было бы правильнее поставить задачи на послепраздничный период до выхода на каникулы. Люди сразу будут знать, куда себя инвестировать. К этой минуте у меня пока вся информация. Спасибо за внимание и оставайтесь с нами.